Доброе утро, ребята! Сегодня, 15 мая, Международный день семьи. Этот праздник учредила Организация Объединенных Наций еще 31 год назад. Но не сразу все страны присоединились к этому празднику. И, например, в нашей стране он отмечается в этом году в 25-й раз. Что такое семья? Это союз мужчины и женщины. Как правило, он начинается со свадьбы. И вот в этот момент образуется семья. И если семья прожила 5 лет, то уже она отмечает деревянную свадьбу, 10 лет – оловянную свадьбу, а если 25, то уже серебряную свадьбу. Ребята, вы все знаете, что такое матрешка. Мне, например, очень нравится эта игрушка. И вот она в каком-то смысле олицетворяет собой семью. Самая наружная часть этой куклы, самая большая, самая ответственная, она символизирует собой главу семейства. Дальше идет, как правило, мамочка. Дальше дети. В какой-то семье самым главным может быть дедушка, потому что он самый старший, самый главный. В каждой семье своя матрешка. Но самое главное, чтобы в ней было как можно больше маленьких куколок внутри, матрешечек, которыми в итоге она заканчивается. Это определенная защищенность и определенная иерархия. В семье так или иначе должны быть у всех свои права и свои обязанности. Обязательно существует иерархия, и все-таки младший должен слушаться старшего. Иначе это уже какая-то анархия, и это уже не семья. То есть в семье должен быть порядок. Если у тебя обязанность мыть посуду, то ты должен четко ей следовать. Если тебе мама оставила задание вымыть пол или пойти купить продукты, ты все четко должен сделать и потом отчитаться. Это очень важно, потому что в будущем, возможно, вы будете сами руководить, и вам нужно уметь подчиняться для того, чтобы потом впоследствии уметь руководить. Это еще Петр I сказал: не умеющий подчиняться руководить не сумеет. Часто семьи имеют свои традиции. И это здорово, когда в какой-то семье появляются династии. Династия врачей, династия учителей, династия хлеборобов или металлургов. Это тогда, когда от отца к сыну, от мамы к дочке переходят секреты профессии. И это замечательно. И чем больше нашей династии, тем больше будет профессионалов в нашей стране и в нашей республике. Потому что это уже, знаете, такое семейное богатство, секреты мастерства. По поводу традиций я хотела бы рассказать немножко о своей семье. Например, в нашей семье есть такая традиция, которую я почерпнула из своего детства, из своей жизни, когда мы жили вместе с моими родителями. Это, собираясь вечером за ужином, за одним столом, рассказывать о том, что произошло за день. И хорошего, и плохого. Здесь очень важно друг друга не перебивать. Условия такие. Идет рассказ по часовой стрелке, причем каждый день мы начинаем с разных людей. И вот каждый рассказывает, и получается, когда он говорит про хорошее, мы, естественно, все вместе радуемся, хвалим человека, поздравляем его. А если что-то плохое, то мы вместе пытаемся решить эти проблемы. Я помню один случай, когда у моего младшего сына произошла такая история. Он нашел 500 рублей в школе, и мы вместе начали думать, что делать. А так случилось, что именно в это время в семье одной девочки произошел пожар. И прям реально очень пострадала эта семья. И вот мы вместе пришли к такому решению, что просто он эти деньги отдаст этой девочке. И вот, я хочу сказать, что много разных ситуаций бывает. И для родителей это возможность воспитать детей. Для детей это получить мудрость от родителей. И вместе, действительно вместе, в любви, в согласии решать общие, а может даже не общие проблемы. Очень хорошая традиция – это узнавать и
выявлять своих предков, своих родственников, знать предысторию своей семьи, узнавать как можно больше членов семьи, своего рода. И вот это так называемое генеалогическое дерево или древо, или шежире составлять для своей семьи – это увлекательнейшее на самом деле занятие, огромной важности и очень интересное занятие. И напоследок домашнее задание. Когда у вас закончатся уроки, идите на кухню, найдите какой-нибудь хороший рецепт или в книжке, или в интернете, приготовьте что-то вкусное, и вечером, когда вся семья соберется за одним столом, поздравьте всех с Днем семьи и скажите: как здорово, давайте мы будем любить друг друга, поддерживать друг друга, потому что мы семья.